В белорусской армии служат здравомыслящие люди. Более жалкого министра обороны в Беларуси еще не было. Калиновцы – это не панацея. Моя война еще будет впереди. Вырежем это из интервью. Вітаю, сябры, мяне завуць Наста Роўда, вы на канале ТОК. І сёння мы размаўляем з Александром Сахашчыкам, які служыў у званні маёра ў беларускіх сілах спецыяльных аперацый да пачатку поўнамаштабнай вайны ва ўкраіне, а сёння з'яўляецца начальнікам штаба ў Дэпартаменце нацыянальнай бяспекі Валерія Сахашчыка. Александр, вітаю. Привет, Настя. Раскажы, як жа табе ўдалося ўцячы з Беларусі? Подготовился, перешел границу, сдался местным органам пограничной службы. Ну, вот и вся история. А што за гісторыя з бальнічным і прыкідваннем хворым? Ну, это финт ушами, наверное, можно сказать. Так, нужно было создать себе буфер небольшой, где про меня бы никто несколько дней не вспоминал. Вот, поэтому эта история и была придумана. Я из одного места уехал, в другое не доехал. И в эти несколько дней как раз я никому не был нужен. Все думали, что я там, а там думали, что я еще там. А я делал то, что мне надо. За тобой сачылі ў Беларусі? Я не думаю. Ну, я работал, исходя из этого. А чаму ты заставаешся ў Беларусі яшчэ ў той час, калі твой бацька ўжо зрабіў заяву? Чаму ты не выехаў да таго? Возможно, ожидание реакции было немножечко другим на это выступление. То есть для меня было шокирующим, что командующий силами специальных операций говорил со мной сразу после обращения, когда оно появилось в Ютубе. Вот. И реакция была такая, что польские спецслужбы наступили на одно место отцу, закрывают его бизнес, там, 5-10, и его вынудили выступить с таким обращением. Вот. Ну, это мне тогда казалось смешным, сейчас тем более мне это кажется смешным. Ну, здесь так никто не работает, это методы, которые приемлемы, вероятно, в России и Беларуси. Вот, поэтому они сами и исходят из того, что, ну, наверное, и другие также делают. Вот, ну, здесь немножечко работает законодательство, вот, поэтому ничего подобного. Вот я уже лично здесь 2 года, почти без малого. Вот, никакого подобного отношения к себе я ни разу не испытывал. А ты ведаў пра тое, што твой бацька рыхтуе такую заяву? Да, я знал. Ты думаў пра тое, што табе дадуць далей служыць? К сожалению, есть такое поверье, что сын за отца не отвечает, правильно? Вот. Ну, у нас все складывается иначе, к сожалению. Вот. Поэтому, посмотрев на реакции, первые, которые были, я принял решение уходить. А якая была рэакцыя ўнутры ССА на зварот Валерія Сахашчыка? Што самі бойцы гаварылі? Реакция была тоже интересна. Вот именно у моих сослуживцев реакция была правильная и ту, которую ожидали увидеть. Отнеслись к этому с уважением, посмотрели все. Вот, даже с учетом того, что там, где мы находились, запрещены были все смартфоны. Вот, обращение посмотрели все и отнеслись к словам правильно, так как, ну, и большинство абсолютно людей, которые посмотрело это видео. Вот, ну, руководящий состав, они должны придерживаться политики партии и предугадывать реакции высшего руководства страны. И это вообще, ну, немножечко через другую призму смотрят на все эти события. Як сам Денисенко на гэта адрэагаваў? Тому што я ведаю, што яны з Валеріем Сахашчыкам сябравалі, і тут раптам Валерій Сахашчык выступае з такой гучнай прамовай, заклікае не ісці ваяваць беларускіх ваенных. Як ён на гэта глядзеў? Я думаю, что он высказал мне свои истинные мысли. То есть, ну, он на самом деле думал и думает до сих пор, что это не личная инициатива, а
кто-то вынудил, заставил. Ну, вот так им кажется, к сожалению. И им сложно понять, что это может быть по-другому. Ці ведаў ты загадзя пра тое, што рыхтуецца поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну? Об этом говорили, безусловно, но стопроцентной уверенности не было. Ну, скажем так, по тем признакам, которые происходили и в Беларуси, эти крупномасштабные учения, тот контингент российских войск, который был стянут в Беларусь, ну, это не просто так же все делается. Вот. Да, с большой долей вероятности можно было утверждать, что это будет. Вот. Но никто не знал ни время, ни место точное. Ну, мы это точно не знали. Хто ўвогуле быў у курсе? Ну не можа ж быць так, што Расія напала з тэрыторыі Беларусі і ніхто пра гэта не ведаў. Думаю, что Лукашенко, председатель Совета Безопасности, они были в курсе. Может, министр обороны. Ну, я думаю, что больше людей не посвящали в это. Можаш прыгадаць, што ўвогуле адбывалася ў шэрагах вайскоўцаў у тыя першыя дні вайны? Пачынаецца вайна. Што беларусы думалі на гэты конт? За всех белорусов не скажу, могу сказать за своих коллег. Думали, что Россия прокатится по Украине достаточно быстро, и неделя — это самое большое, что и потребуется. Отдать должное также думали и западные эксперты. Вот, но первые 3-4 дня войны показали, что совершенно все не так, как ожидали. Вот. Это ожидания, которые были. Безусловно, все думали о том, что придется и Беларуси поучаствовать в этом мероприятии. Никто об этом не говорил вслух. То есть ни командующий наш, ни другие должностные лица, ну, даже не заикались об этом. Вот. Но каждый внутри себя об этом думал, и в курилке об этом говорили. Вот. Ну, разумеется, никому не хотелось. А дзе менавіта ты знаходзіўся на момент пачатку войны? Я находился на пункте управления ССО. То есть мы выполняли задачи по усилению охраны государственной границы с Украиной. У першыя дні вайны хадзілі таксама чуткі, што беларускія групы нейкія спецыяльных аперацый ці вайскоўцаў таксама заходзілі разам з расейцамі на тэрыторыю Украіны. Это все плётки. Які быў маральны дух у войску у той час? Моральный дух в войсках такой всегда, что задача есть, задачу надо выполнить. Неважно, какая она будет. Хочется, не хочется, просто даже в повседневной жизни выполняются сотни задач, которые тебе, как правило, не хочется выполнять. Они сопряжены с тем или иным риском, и это, да, здесь задача не свойственная, не рутинная, которая ранее не отрабатывалась нигде, то есть она носит наступательный характер, да, могла носить. Вот. Но вместе с тем, если бы такой приказ был отдан, он был бы выполнен. Чым адрозніваецца беларуская армія станам на пачатак вайны і сёння? Ці змянілася нейкім чынам яна? Безусловно, изменилась. Скажем так, может быть, здесь даже срез надо провести немножко раньше. Это будет, наверное, 2020 год. До 2020 года в войсках было очень много показухи, включая даже те же парады каждый год. Вот. После 2020 года, когда столкнулись с новыми угрозами, начали к этим угрозам готовиться уже превентивно. Вот. И уделять больше внимания боевой подготовке. Вот. С началом войны показухи стало еще меньше. Люди в войсках увидели те недостатки, недоработки, к чему они готовились и как это происходит на сегодняшний день в Украине. Вот. И практически с первых дней войны начал приниматься
боевой опыт как российских, так и украинских войск. Вот. Ну и на сегодняшний день эта тенденция набирает обороты, потому что война в Украине сильно отличается от того, к чему готовились раньше, в первую очередь на тактическом уровне. А какие практики привезли с собой вагнеровцы в Беларусь? Чему они учатся? Эти практики связаны как раз-таки с личной, с индивидуальной подготовкой бойцов, вот, и работой малых тактических групп. То есть ничего такого крупного, интересного они не привезли, да, то есть они там занятия по медицине, дроны, работа с оружием, корректировка огня артиллерии и так далее. Ну, вот такое бытовое и, скажем так, у нас в войсках хороший теоретический задел на эту тему. Они привезли именно практику, как это происходит сейчас там на самом деле. И вот эта практика, она внедряется. То есть это нормальный процесс, когда боевой опыт принимается войска на вооружение. А што наконт ідэалагічных установак? Наколькі вось гэтая нянавісць да украінцаў, яна прививаецца, прищепляецца беларусам імі? Противника нужно уважать. Вагнер, частная военная компания, так называемая, она сама состоит из сотрудников, операторов или военнослужащих, не знаю, как их правильно назвать. То есть контингент очень разношерстный, в том числе это и зэки, и другие различные социальные меньшинства, которые не могут, наверное, правильно относиться к противнику, да. То есть любой профессиональный военный, он уважает своего противника. Я не уверен, что все вагнеровцы ведут себя так же. Безусловно, там есть люди, которые воевали, люди, которые пришли после службы в вооруженных силах России, Росгвардии и так далее. Вот. Но мне сложно судить, как там было на самом деле. Насколько ненависть к украинцам навязывалась. Знаю, что в вооруженных силах Беларуси она не навязывается. То есть это подается немножечко под другим углом, что НАТО расширяет свои границы, НАТО пытается на территории Украины решить все проблемы, которые есть с Российской Федерацией, там, полигон и так далее, и так далее. Украина просто стала жертвой, но это наш братский народ. То бок ворог не Украина, а НАТО? Да. Вот. То, что касается там, нацизма в Украине, лично я в вооруженных силах такого вообще не слышал, то есть от руководящего состава. Мои командиры, начальники ни разу мне подобную информацию не говорили, не доводили. Да, это могла быть какая-то дискуссия взглядов, но это неофициальная точка зрения. А як увогуле ўспрымаюць Украіну, украінцаў, беларускія вайскоўцы? Як братні народ, як каго трэба падтрымліваць? Очень сложно сейчас социальный мониторинг какой-то провести, потому что люди знают вектор, который задает Лукашенко. Вот. Те, кто говорят не в его разрезе, то есть... Не говорят уже, зараз. Да, то есть к ним уже пристальное внимание и так далее. То есть в белорусской армии служат здравомыслящие люди. И даже если происходят события, которые мы наблюдаем крайне несколько лет, это не значит, что все люди поддерживают, да, военнослужащие поддерживают это. Вот. К украинцам люди относятся тепло. И мы с ребятами, с которыми я служил, ездили в Украину. Это было перед 2014 годом крайний раз. То есть все было классно. Вот. Потом, когда уже случились события в Крыме, Донбасс, вот, да, пошла пропаганда российская. Вот, и она нашла свое отражение, конечно же, в радикальных некоторых взглядах и белорусских военных. Вот, но это какая-то маленькая часть людей.
Всем нравилось ездить на Черное, Азовское море отдыхать, когда не надо было делать круг более 2000 километров. Для этого можно было сегодня сесть, завтра уже купаться в море. Вот. Я думаю, что большинство людей, я уверен в этом, относятся к украинскому народу как к братскому до сих пор. И очень хотели бы, чтобы эта война закончилась. Сложно оценить, как будут выстраиваться отношения Украины с Беларусью после этой войны. Но это никому не надо. Это война в Беларуси точно. А як ты ўвогуле лічыш, наколькі вось гэтая постсавецкая мадэль арганізацыі беларускай арміі адпавядае патрэбам сучаснай войны? Я считаю, что белорусской армии необходима реформа. Глобальная, большая, где будут пересмотрены в первую очередь концепция национальной безопасности, военная доктрина. Вот. Будут переработаны и штаты воинских частей, и много-много всего. Но это большая работа, серьезная. Вот. Белорусские вооруженные силы хорошо подготовлены, но время неумолимо бежит вперед. И, к сожалению, это касается не только белорусских вооруженных сил, а в принципе, наверное, всех вооруженных сил на земном шаре. Вот. Нужно успевать за этим временем. Может быть, в этом вопросе Беларуси чуть-чуть больше других надо стараться. Надо пересмотреть очень много всего. Ты можешь параўнаць беларускія сілы спецыяльных аперацый з украінскім Азовом? Што адрознівае тых і тых? Я думаю, что здесь нельзя, в принципе, сравнивать. Чаму? Потому что полк Азов, он возник как добровольческое, наверное, подразделение территориальной обороны в свое время, а белорусские вооруженные силы — это, в принципе, вооруженные силы — это как атрибут государства, большая система, машина, нельзя это сравнивать. Але назіраючы тое, што яны рабілі азоўцы, на што яны здольныя, беларускія вайскоўцы здольныя на такія ўчынкі, на такую вытрымку? О чем мы говорим конкретно? Напрыклад, мы ўсе ведаем абарону Марыуполя, і як гераічна яны там 3 месяцы трымалі Азовсталь. Вось калі беларускім сілам спецыяльных аперацый давялося абараняць там завод газаапарата ў Брэсце, яны бы змаглі? Давайте вспомним даже советский период, Брестскую крепость, оборону Брестской крепости. Это было еще раньше, еще тяжелее, все было еще сложнее. Это был советский период, а мне цікаво зараз. Я уверен, что было бы не хуже. Это все зависит в первую очередь от боевого духа. То есть 2 больших разницы. Наступать на кого-то, захватывать чью-то территорию или оборонять свою. Вот это принципиальное различие. Если бы на Беларусь напал кто-то, я думаю, что примеров героизма было бы как минимум не меньше, чем в Украине. Что ты думаешь про генерала Залужного? Гений, военный гений своего времени. Это человек с очень гибким мышлением, который видит тенденции, перспективы, умеет очень быстро перестраиваться. И он имеет колоссальную поддержку в вооруженных силах Украины, и к нему все абсолютно военнослужащие относятся как к своему отцу. Это большого стоит. То есть это просто так не получится. Человек заслужил это. А ў Беларусі яго баяцца? Што ён здольны на нейкія рашэнні, якія могуць? Я думаю, что в Беларуси даже так никто не думает. Бояться его или нет. Если бы я сейчас был в Беларуси, я бы об этом не думал. Не такими категориями. Як разведчик, як ты можешь оценить кіраўніка украинского ГУР Буданова? Мне интересно, что будет дальше. Он не глупый человек, интересный. Меня вообще учили, что от каждого человека нужно стараться брать
только лучше. У него есть чему поучиться. Он на сегодняшний день интересно выстраивает отношения, в том числе и с Беларусью. Вот. Заявления его интересно послушать, они не беспочвенны. Интересный многосторонний человек. Як у беларускім войску успрымаюць каліноўцаў і размовы пра сілавы сцэнар вызвалення Беларусі? Ничего хорошего калиновцев не ждет. Ну и всех других, кто с оружием в руках пойдет освобождать Беларусь. Это крайне плохой сценарий, и мне бы очень хотелось, чтобы до него дело не дошло. Нужно искать другие варианты. Белорусские военные, их задача — это защищать свою страну. В этом контексте, то есть калиновцы и все другие люди, которые делают достаточно радикальные заявления на этот счет, то есть они воспринимаются как противник. Соответствующие отношения. Як да праціўніка? Да. Хто табе можа быць сімпатычны сярод каліноўцаў? Кім ты захапляешься ці каго паважаеш? Я не строю себе кумиров. Але як ты ацэньваеш як байцоў, ты як прафесійны вайсковец? Я очень уважаю ту работу, которую делают ребята полка Калиновского, белорусского добровольческого корпуса, во втором легионе и в нашей десантно-штурмовой роте. Все добровольцы, которые воюют сейчас в составе украинского силового блока, они делают большую работу на самом деле. Какой результат этой работы будет, ну, покажет время. Я думаю, что минимальный результат, который будет, это то, что Беларусь не будет репарации выплачивать. Вот. А в силовой сценарий освобождения Беларуси, ну, лично я на сегодняшний день слабо верю. Как минимум, если мы говорим о добровольцах, ну, уже они и сами об этом говорят. Начали говорить в прошлом году. Вот до этого было много заявлений, как на танках до Минска доедут. Ну, я в это и тогда еще не верил. Не будет легко. Какие бы оценки кто ни давал белорусским вооруженным силам, легко не будет. И я думаю, что 1-2 районных центра приграничных, это самое большое, что получилось бы. Калісьці твайго бацьку папрасілі параўнаць каліноўцаў і байцоў сіл спецыяльных аперацый, і ён тады сказаў, што немагчыма іх параўноўваць, бо гэта неба і зямля. Ты згодны з гэтай ацэнкай? Ну, здесь надо в комплексе оценивать. Во-первых, белорусские бойцы, они имеют систему боевой подготовки. Она имеет цикличность, у них есть силы, средства. А что имеют калиновцы? Боевой досвід? Наверное, давайте так. То есть я бы не рассуждал, то есть калиновцы. Калиновцы — это не панацея. То есть это не единственные добровольцы, да, которые воюют в Украине, белорусские. То есть мы можем говорить, наверное, о всех совокупности, и это было бы правильно. Вот. Поэтому в Украине мы имеем несколько различных добровольческих формирований. Они все различны по численности. Об этой численности есть много споров, суждений. Люди, посвященные в тему, знают эти цифры. Вот. И здесь речь не идет о силовом варианте. Вот. Если мы говорим о подготовке индивидуальной людей и каких-то маленьких тактических групп, могу сказать за наших ребят, которые воюют под Мар'їнкою. Когда только подразделение формировалось, то есть нами было заявлено, что акцент будет ставиться на технологичность, на современную экипировку, вооружение, на сбережение человеческих жизней и достижение максимального боевого потенциала малым количеством людей. Я хочу сказать, что на сегодняшний день личный состав в роте
вооружен и экипирован не хуже топовых подразделений элитных. Ну, можно сравнить и с белорусскими, российскими, украинскими вооруженными силами и западными. Чому ти сам не став долучатися до воєнних діянь? Часто твої опоненти закидують тобі це як попрок, мовляв, ось воєнний чоловік, а на війну не пішов. Я не думаю, что обязанность каждого военного человека идти на войну. Я так не считаю. Да, это личное решение каждого. Идти на войну в чужой стране или не идти. Я очень уважаю людей, которые сделали этот шаг, но лично для себя я не считаю это необходимым сейчас. Моя война еще будет впереди. Так у нас заведено, если посмотреть в историю нашу заглянуть, что если не каждое поколение, то через поколение все мужчины через какую-то войну проходят. Вот, поэтому я не спешу никуда. Я считаю, что я сейчас занимаю то место и ту должность, которая приносит наибольшую пользу нашему общему делу. Як ти оцінюєш керівника каліновців Дениса Кита? Ці знайомі ти особисто з ним, може бути? Нет, я лично с ним не знаком и слышал его заявления, в том числе адрес моего отца. Ну, что я могу сказать? Мне смешно слушать этого человека. Наверное, дальше я бы комментировать не хотел. Що тебе обурає у його словах? Да меня абсолютно ничего не обурает. Ну, мне просто улыбка на лице появляется, когда я его слушаю, и все. Ну що, розкажи, що зараз буде відбуватися? Стрелять будем. Пистолет называется Glock 17 австрийского производства. Патрон 9х19 Parabellum. Емкость магазина 17 патронов. Дистанция до мишени 4 метра. Просто знакомимся. Не забываем про требования безопасности. Самое главное. Палец спусковую, это спусковая скоба, спусковой крючок. Здесь по центру находится предохранитель. Насылаем патрон в патронник. Проверяем. Смотри, видишь? Вот там видно. Вот он золотой. Все, он на месте. Все, значит, палец в безопасном положении. Хват оружия, как я показывал ранее. Положение тела принимаем, как показывал. Выводим оружие на линию прицеливания. Вывела, посмотрела. Целимся 2 глазами. По готовности палец ложим на спусковой крючок. Ну, більш-менш бачу десятку. Принаймні, мені так подається. Ну все. Десяточка. Ти вчився на факультеті розвідки? Да. Гэта лічыцца элітай, правильно? Расскажи, як вас там рыхтавалі. У меня интересный очень взвод был. У нас все ребята, наверное, 90% всех занимались различными видами спорта. Мастера, кандидаты в мастера спорта были. Кроме этого, бегали очень много. И это не касалось занятий по физической подготовке. То есть на выходных, по вечерам самостоятельно всегда все бегали, ходили в тренажерный зал, различные там секции спортивные и в пределах академии, и в город выезжали. Сколько ты можешь пробегчи? Запор? Ну, самое большое, что я пока бегал, 25 километров, если мы берем спортивные. Вот. На соревнованиях разведгрупп, так называемые скачки, там гораздо больше с рюкзаком. Это
бег, быстрый шаг, там, ну, почти до 50 километров доходило. А калі адціснуцца ад падлогі, колькі можаш запар? Тоже мой рекорд после операции. Лежал на больничной койке, ходить никуда не мог. Оставалось только отжиматься 333 раза за один подход. Раскажы, а якія галоўныя якасці трэба мець, каб стаць дэсантнікам? Што самае важнае? Я думаю, что самое важное – это стремление быть лучшим и первым. Вот эти люди, они, как правило, получаются хорошими специалистами. Желание и умение идти до конца, не сдаваться. Вот это именно очень важно. Валерій Сахашчык вядомы чалавек у Беларусі. Вось калі ты праходзіў навучанне, калі ты служыў, цябе часта параўноўвалі з бацькам? Здесь справедливо сказать, что наша родственная связь иногда шла мне на пользу, но очень много примеров, когда и злую службу играла. Поэтому я не думаю, что этот пример можно расценивать как кумовство или что-то подобное. Я был лейтенантом в таких же условиях и сказать, ну да, здесь он был лучше, а ты хуже. Или наоборот. Но у нас таких людей нет, которые его, меня видели. Раскажы, як увогуле цябе выхоўваў бацька? Меня никто не готовил с детства специально к этому. Скажу более, что перед поступлением моим в академию и когда там, с отцом перед окончанием школы говорили о выборе профессии, то есть он меня даже отговаривал. Может быть, ему казалось, что я в угоду ему выбираю этот путь. Он этот путь уже прошел и понимал все издержки, которые связаны с ним. Вот. Ну, говорил, Саня, подумай, может, другую профессию выберешь, уверен ли ты в этом. Вот. И абсолютно не было того, что меня заставляли. Нет, это был абсолютно мой осознанный выбор. А в воспитании внимание уделялось в первую очередь это развитию простых человеческих качеств, как доброта, справедливость, вот, любовь к своей семье, к близким, к своему народу. И все это было на фоне любви к спорту. На якіх пасадах ты служыў у сілах спецыяльных аперацый? Ну, я отучился в военной академии 5 лет. Вот, потом проходил службу в 33-м отряде офицерском в Витебске. Все должности прошел в боевой группе до командира группы. И с командира группы поступал на факультет генерального штаба, который закончил в 2021 году. Распределился в командование сил специальных операций. Вот. Ну и оттуда, там моя карьера в белорусских вооруженных силах закончилась. А можаш расказаць увогуле, на чым спецыялізуецца сіла спецыяльных аперацый? То бок, якія аперацыі вы адпрацоўвалі? Якія задачы вы выконвалі? Все задачи, которые нестандартные. И у нас сейчас время такое, что постоянно возникает что-то новое, в том числе и новые угрозы. Вот силы специальных операций — это как раз тот род войск, который реагирует на все эти новые угрозы. То есть у них все наиболее современное, что есть в белорусских вооруженных силах. Вот. И беря лично мой опыт, то есть мы выполняли задачи, которые не прописаны даже в наших уставах боевых были. Вот. Ну, просто потому, что их диктует время. Ёсць штосьці з таго, што ты рабіў, у чым удзельнічаў, за што табе сёння сорамна? Нет. Вот это я точно могу сказать, что моя совесть чиста, и все, что я делал, было только на благо белорусского народа и страны.
Можешь рассказать про кіраўніка ССА Денисенку? Что это за человек? Вадим Иванович очень уважаемый человек в ССО и в вооруженных силах в целом. Он уже много лет занимает этот пост. Многие называют его белорусским десантным батей, приравнивают к Маргелову. Что я могу сказать? Человек, так же, как и Залужный в вооруженных силах Украины, так и Денисенко в силах специальных операций завоевал свой авторитет, свое имя. Вот. Я его уважаю, как бы там ни сложилась моя личная судьба и отношения с ним. Я его до сих пор уважаю как грамотного командира, начальника. Вот. Он известен тем, его в первую очередь уважают за то, что он никогда не бросал своих людей. Он многих знает по имени-отчеству, не только по фамилии. То есть это очень тоже дорогого стоит. Я в механизированных бригадах совершенно другое отношение видел, когда по долгу службы там оказывался. Вот. В других родах войск там нет такого. Денисенко, он очень хороший, грамотный, талантливый управленец. Як ти думаєш, він зрозумів твій учинок у 23-му році? Я не думал об этом. И не знаю, думал ли он об этом. Может быть, сам собой, если. Думаю, что в глубине души он понимает, почему я это сделал. А як ти думаєш, як шмат бойцов поступили так само, як і ти? То бок, сышлі ў момант войны з силовых структур? Может быть, аккурат твои поплечники? Ці ты все ж таки там один и все? Ну, мне неизвестны больше такие примеры. Не, в принципе, я знаю несколько человек. Но это было чуть раньше, чем война началась. Як складывается карьера сына Денисенки? Ці вы з ім пересекались, потому что я думаю, что вы, может быть, разом нават служили. Иван Вадимович небезызвестный человек в силах специальных операций. Вы сябравали? Я не скажу, что мы близкие друзья, мы знакомы. У нас круг наших друзей общий. Вот. Ну, вместе с тем мы сильно отличаемся друг от друга, чтобы иметь близкие дружеские отношения. Вот. А в чем разница? Вырежем это из интервью. У Ивана была хорошая карьера военная. Прошел все основные командирские должности, отучился в академии. Сейчас служит. Все у него получается, несмотря на его сложный характер и, может быть, уместно будет назвать и непрофессионализм. Ці ёсць жанчыны, якія служаць у ССА? Ну, конечно, есть. Хто туди трапляє? Но во всех вооруженных силах служат женщины. Это абсолютно нормальное явление. Ну, у многих девушек отцы военнослужащие, вот, и они проникаются этим и тоже идут служить. Многие просто видят в этом свое призвание. Некоторые попадают после каких-то колледжей связи и остаются. Ничего там такого для меня лично нет. І не виконують ті ж самі задачі, що і мужчини, ці у їх яка особна підрихтовка? Есть те, которые выполняют те самые задачи. Ну, их очень-очень мало. Ну, есть же много военных специальностей, на которых могут проходить службу женщины. Связисты. В штабах достаточно много должностей. Делопроизводство, кадры.
куча всего. Медицина военная, огромный сектор, где много женщин, военнослужащих. Я чула про те, що більшість жінок трапляють у силові структури по блаті. Це правда? Никогда об этом не слышал. А колькі ввогуле сваяцтва у білоруській армії? Достаточно маленький процент. Ну вот, мне, может, несколько случаев известно. Ну и, в принципе, все. Офіцери білоруської армії, яны адчуваюць сябе беларусамі ці рускімі са знакам якасці? Русские со знаком якости — это как раз тот маленький процент радикально настроенных белорусов, которые поддерживают российскую внешнюю политику и те события, которые сейчас на Украине происходят. Но это очень маленький процент. И, возможно, еще меньшая часть этого процента — это люди, которые проходили службу еще в Советском Союзе и до сих пор еще служат в вооруженных силах. То есть у них какая-то ностальгия осталась по тем временам. Им кажется, что вот так. А як змянілася гэтая падтрымка, ну, калі яна была, пасля пачатку вайны? То бок да Пуціна змянілася стаўленне? Здесь людям навязывается мнение, что это война двух гигантов, то есть Россия и НАТО, Запад и Восток. Вот. И в этом разрезе Россия — это сила добра, и мы вот как бы с ними. Мы на стороне добра. Ну вот. Так, наверное, надо смотреть на ту идеологию, которая сейчас там. Уявім сітуацыю. Лукашенко памрэ, Беларусь зойдуць рускія. Што будуць рабіць службы сілы спецыяльных аперацый? Да ничего. Просто бездзейнічаць? Ну, что Назирать? значит? Давай так, значит, зайдут русские. Что это значит? Што пачынаецца акупацыя Беларусі? Ну как? Заходят русские, как немцы, да, с автоматами вот так. По деревням идут, по городам, все там, куры, яйки. Ну, як так. на Киев збіраліся, да, зайсці, пасадзіць свайго Ну, і это ж не взяць всё будет пад так, кантроль. что танки поехали на Минск. Они и так посадят, они уже. Уже они готовят почву. Лукашенко уже сам это видит. Только он залез в петлю финансовую, с которой ему, вероятно, уже не выбраться. Он сильно зависим от России, от денег российских. А вось все ж таки ў гэтай сітуацыі, калі беларускі народ паўстане супраць акупантаў, баец ССА, ён будзе хутчэй страляць у народ, ці ён будзе страляць у расійскіх акупантаў? Да не будет этого просто. Ну, все ну, думали, это как что и представить, Украину что возьмут за 3 дня. сегодня, там, как там любят говорить, да, поляки готовят войска свои, чтобы там Гродненскую, Брестскую области отжать, да. Это вот равносильно тому же. Такие радужные фантазии. Ну, не будет никогда. Россия, ей это не надо просто. Это одно дело захватить, другое дело удержать. Это очень сложный процесс. У них война в Украине пока не очень получается. Ну, умрет завтра Лукашенко. Ну и что? Як, ну и что? У них достаточно сильные позиции в Беларуси, у россиян и так. Они уже идеи русского мира очень сильно навязали и продолжают навязывать белорусам. Экономика ориентирована на Россию очень сильно. То есть если все переворачивать, любому тому, кто придет завтра вместо Лукашенко, ему будет очень сложно перенастраивать все процессы. Так, а ты допускаешь, что белорусский народ может паўстаць при пэўных абставинах? Лично я не вижу такой перспективы в ближайшее самое время. Очень сильно в 2020 году
подавили протесты силовым способом, и люди еще не отошли от этого. Должно пройти какое-то время. А наколькі ввогуле беларуская армія гатовая да абароны з заходняга і з усходняга кірункаў? Мне бы хотелось, я вижу так, что если мы суверенное государство, у нас не должно быть разницы западным или восточным направлением, южным или северным. Любой, кто посягает на суверенитет, он становится автоматически противником и врагом. Но я не уверен, что так думают все. Але наколькі армія гатовая ўвогуле абараняць краіну? Наколькі яны гатовыя да вайны? Они готовы. Если мы говорим не о России, то они готовы. Ты удзельнічаў у вучэннях разам з расійскімі афіцэрамі, ваеннымі. Можаш расказаць, чым беларускі афіцэр адрозніваецца ад расійскага? В белорусских вооруженных силах, я, наверное, больше про ССО скажу, потому что и у нас хватает примеров в пехоте не очень хороших, похожих на российские. Вот. Белорусские ССО, они отличаются тем, что очень уважительное отношение между военнослужащими. В российской армии, я не говорю уже, как офицер относится к солдатам, они друг к другу относятся как к скоту. Полковник к майору, я уже не говорю генерал, как относится, и к полковникам в том числе, и к другим генералам иногда бывает. То есть это очень скотское отношение, которое унижает честь и достоинство офицера, военнослужащего. И это не может быть приемлемо. У них так заведено, и это считается нормальным. Это, наверное, главное, что бросается в глаза. Мне очень сильно не понравилось. А ты для сябе адказаў на пытанне, адкуль гэта ідзе? Чаму так заведзена? Я, наверное, и не пытался разобраться в его природе. Когда я это увидел, мне, наверное, стало приятно и гордо от того, что я там, где я был на тот момент. А калі гаварыць пра вайсковую падрыхтоўку, пра спецыяльнасці, чым адрозніваюцца беларусы і расейцы? Россияне в первую очередь отличаются тем, что у них практически все офицеры с боевым опытом. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. И это накладывает свой отпечаток на боевую подготовку. То есть люди знают, к чему и для чего они готовятся. У нас вооруженные силы, они не участвовали и не участвуют в боевых действиях. И только с началом войны в Украине к этому вопросу начали относиться более серьезно. Вот. Там же это тень того, что завтра ты можешь быть поднят и выехать куда-либо для решения каких-то задач. То есть это постоянно витает в воздухе, и люди готовятся, чтобы выжить, вернуться домой, выполнить поставленные задачи. Для этого должен быть личный состав подготовлен, техника должна быть в порядке, много составляющих. У дэсантнікаў ёсць рэпутацыя людзей, якія любяць выпіць. Это правда? Нет, я для эксперимента, не помню, наверное, 3-й курс у меня прошел вообще без алкоголя. Мне было интересно. Год целый не пил. Просвятленне нейкае прыйшло ў гэты момант? Абсолютно ничего. Вернулся к старому образу жизни. В умеренном количестве употреблять по праздникам. Голубые береты ці любе? Голубые береты, если мы выбираем между ними. Найлепшы фільм пра вайну? Найлепший фильм про войну. Мне в детстве как-то очень понравился фильм «Офицеры». Я его до сих пор с удовольствием пересматриваю. Там очень много затронуто
как раз того воспитания, которое должно закладываться в человека. Вот, даже уже вышла цветная версия этого фильма, старый советский, но очень хороший фильм. Вот, он учит быть добрым, учит быть защитником, справедливым. Класс. Вот я рекомендую всем, кто еще не видел. Брестская крепость ці Косовский палац? Брестская крепость. Что она вогуле для тебя значит? С Брестской крепостью много всего связано. Даже в школе я не помню, сколько лет подряд мы почетный караул, который стоит у Вечного огня, там вот наша школа тоже принимала в этом участие. Вот, и в 10 или в 11 классе я уже там был начальником караула, даже был по итогам года лучшим начальником караула. Вот. Ну, наверное, это место для меня также близко еще, потому что я сам родом из Бреста. Якую книгу повинен прочитать кожный юнак у 17 годов? Хорошо, если на сегодняшний день юнак в 17 лет в принципе что-то читает, мне так кажется. Есть такое. Что самое главное в житті? Я думаю, что семья и отношения с близкими. И прожить эту жизнь так, чтобы не было стыдно за какие-то вещи. Ну, или если есть то, за что стыдно, как-то постараться исправить ситуацию. Когда совесть чиста, мне кажется, вот прям классно. Легко живется. А что самое главное у сям'ї? С женой не спорить, я думаю. Ким ты бачиш себе праз 10 годов? Учитывая нашу тяжелую ситуацию в стране, хотелось бы через 10 лет просто вернуться в Беларусь точно, стабильно уже быть там. Вот. А кем я там буду, время покажет. Хто був би лепшим галоўнакамандуючым? Сахасчык старэйшы ці малодшы? Взял паузу такую, пытаюсь представить. Старейший уже не будет главнокомандующим. У молодшего еще есть шанец. Да, пока дойдет. Вот. А мое будущее время покажет. Я не загадываю. Сябры, калі вам спадабалася гэтае відэа, калі ласка, пастаўце нам лайк. Так больш беларусаў змогуць пабачыць гутаркі ток. Таксама нагадаю, што у нас з'явілася функцыя «Супер дзякуй». Гэта значыць, што проста пад інтэрв'ю вы можете падзякаваць нам рублём. Дзякуй, што вы з намі. Каго сённяшніх беларускіх генералаў паважаюць у войску беларускім? Для себя я бы отметил Денисенко, о котором мы уже говорили, Муравейко, генерал-майор. Думаю, что на этом все. А ці мае Хренін аўтарытэт у войску? Як да яго ставіцца ўвогуле? Думаю, что более жалкого министра обороны в Беларуси еще не было. Он хоть и носит погоны генерала-лейтенанта, но бесхребетный, к сожалению. Но он очень удобный, поэтому он там, где он есть. А ці зрабіў ён штосьці для салдат? Ён же міністр обороны. Нібыта мае нейкую ўладу, змяняць штосьці сістэмна. При его кіраўніцтве нічого не поменялся? Для солдат ничего там лучше или хуже не стало, что от него зависело. А хто больше аўтарытэт для вайскоўцаў? Хренін ці Вольфович? Думаю, что для войсковцев они где-то там вот наверху, где-то одинаково, они там все крутые. И если мы берем какого-то рядового военнослужащего в какой-нибудь, неважно какой воинской части, приезжает в нее Хренин, Вольфович там, или Денисенко, ну, порядок в тумбочках наводится одинаково. Некаторыя лічаць Карпянкова таким беларускім Прыгожиным. Что ты думаешь про это? Карпенков в 2020 году оказался на гребне волны. Он очень хорошо почувствовал, что или сейчас, или уже никогда.
Вот. И у него получается удерживаться там до сих пор. Он создал уже достаточно много подразделений из резервистов, в том числе во внутренних войсках. Занимается очень сильно патриотическим воспитанием молодежи. Много очень детских клубов военно-патриотических создано. В целом это направление правильное, я считаю, и интересно заниматься с детьми, но там не должно быть отпечатка идеологии, а оно там очень сильно присутствует. Мне в детстве было очень интересно и с оружием работать, и ходить с солдатами там, на полевые выходы, на занятия, но не должно быть идеологической повестки. Ни в коем случае для ребенка. Потому что они очень, детская психика к этому восприимчива. Это сейчас выгодно государству белорусскому, безусловно. Уверен, что те дети, которым сейчас там по 10-15 лет, и они в этих клубах, по прошествии 50 лет, они будут хорошими цепными псами. Из них вырастят людей в идеологии внутренних войск. Прям все будет вот так, как им надо. Классно. Вот. Но это большое заблуждение. Ребенок, он не должен в детстве думать над этими вопросами. Як ти думаєш, а у Карпенкова є політична амбіція? Я не думаю, что он при живом Лукашенко будет их показывать, даже если они есть. А если ситуация повернется так, что будет угроза его личной безопасности, я думаю, что он покинет территорию Республики Беларусь раньше других. Довгий час армія лічилася сінекурою для многих. Ну, кшталту, можна там сидіти, гроші отримувати, нічого не робити, війни нема. Як зараз? Там, где я служил, мы штаны протирали на любом месте, кроме 5-й точки. Вот. И всегда было весело, легко не было никогда. Вот. Поэтому я не буду судить за всех, каждый выбирает свой путь, даже в самом, казалось бы, сложном элитном подразделении всегда можно найти возможность ничего не делать. Вот. Здесь задача, наверное, командиров и начальников исключить вероятность попадания туда таких людей. То есть там должны быть люди, заинтересованные в результате, в успехе. Вот. А просиживатели штанов, они всегда есть и везде. А як у армію сприймається Лукашенко? Чи ставиться там до його всерйоз, чи наоборот там сміються з його? До 2020 года смеялись открыто. Даже в курилке частенько можно было услышать. В 2020 году что-то пошло не так. Вот, думаю, что все усмешки переместились в семейный круг на кухню. Ну, все прекрасно понимают, Лукашенко уже исчерпал свой ресурс. Вместе с тем он, как азартный игрок, пытается все повысить ставки, удержаться как можно дольше. Ну, он уже настолько опьянен этой властью, что любую самую небольшую поблажку он уже воспринимает как какой-то большой крупный проигрыш и абсолютно не готов ни на какие компромиссы и считает, что только так можно добиться успеха, постоянно закручивая гайки. Ну, прорвет сильнее. А чи розуміє він щось у військовій справі? Безусловно, он понимает. Он же верховный главнокомандующий. Наскільки він відповідає этой позиції? Надо понимать просто, в какой лиге он играет. Да, он там может не знать, как правильно держать автомат, там, выводить на линию прицеливания, там,
передвигаться в лесу и что-то еще, но он верховный главнокомандующий. То есть он играет уже в высшем эшелоне. Там он разбирается в политике, в военной сфере, которая связана с этим. Ну, у него есть понятие, он уже больше 30 лет в этом бізнесі. А як Ціхановську у 22-м годзе ўспрымалі вайскоўцы? Яшчэ калі ты служыў, размаўляў часта ж, напэўна, з байцамі? Ну, здесь я могу сказать, что у Лукашенко получилось сделать то, что он хотел. То есть Тихановская, она позиционировала себя как лидер протеста, без амбиций на власть. Вот. Большинство военнослужащих опасалось, что если она станет президентом, что-то пойдет не так. Ну и до сих пор опасаются, надо отдать должное. А штосьці пойдзе не так, што менавіта маецца на ўвазе? Человек, который не имеет опыта, придет к власти и непонятно, куда заведет страну. Ну, это все обусловлено еще тем, что у нас не работают в должной мере все системы власти, все ветви власти. Вот. Системы сдержек, противовесов в государстве не работают. Вот. Поэтому у людей сформировалось такое мнение, что есть один солнцеликий, и от него все зависит. При якіх умовах, калі можа адбыцца так, што бойцы ССА будуць выконваць загады Ціхановскай? Я пока не уверен, что это произойдет. Бо яна павінна прыйсці да ўлады. Если не она ранее. придет к власти официально, тогда да. Якія ты бачыш шляхі вызвалення Беларусі? Первостепенную задачу, которую я вижу и ставлю лично перед собой на сегодняшний день, мне очень хотелось бы, чтобы люди, с которыми я служил, научились чуть лучше критически мыслить и смотреть на те события, которые происходят вокруг них, не только с позиции государства белорусского, да, той белорусской власти, которая официально сегодня находится в Минске. Вот, то есть этот вектор, который навязывается пропагандой, лично Лукашенко, это жидкая такая дорожка, тропинка, которая, скорее всего, через какой-то промежуток времени приведет в тупик государство. Вот. И принцип «абы не было войны», и что если бы... А вот, кстати, про Тихановскую вспомнил. Что если бы Тихановская пришла к власти, то с нами было бы то, что с Украиной, и так далее, и так далее. Вот все эти нарративы, вот этого вот не хотели военные больше всего. Не было бы ничего. 2020 год для России был очень важным, потому что они укрепили свои позиции, и к 2022 году у них был белорусский плацдарм для наступления на Украину. Вот. Если бы Тихановская пришла к власти и произошли нормальные выборы потом, не было бы сейчас Украины, это точно. И не было бы ничего подобного в Беларуси. Як вайсковец, як афіцер, як разведчик, як ти лічиш, пасля України Росія пойдзе захоплюваць іншыя краіны? Калі пераможа? Имперские амбиции могут подтолкнуть ко всему. Очень много будет зависеть от того, на каком этапе все прекратится в Украине. Ну, на сегодняшний день сложно сказать. Ситуация тяжелая для одной и для второй стороны. Як ти лічиш, ядерная вайна магчымая? Думаю, что нет. Што трэба зрабіць з ядернай зброяй у Беларусі, па-твоему? Отдать туда, где взяли.
Гэта магчыма? Думаю, что после перемен так и произойдет. Якія цяпер самыя вялікія праблемы беларускай арміі? Думаю, что догнать мировые тенденции по вооружению — это, наверное, самое важное. То есть это технологии, доступ к ним. Не только Беларусь отстает от того, что происходит сейчас в Украине, но Беларусь отстает больше других. Правильно будет так сказать. То есть это новые системы вооружения, противодействие им. Это самый большой недостаток. А калі казаць там пра дзядуху, яшчэ нейкія такога роду праблемы, яны ёсць у беларускай арміі? Ну, они есть, но не в том количестве, чтобы уделять на это много внимания. А якія моцныя бакі беларускай арміі? Думаю, что сила духа и единство, работа в команде, отношения. Этот боевой дух, это самое важное, что есть. Ну, там люди единые, и это здорово. А за час, пакуль ты служыў, што палепшыла ў вайсковых структурах? Самый больной вопрос для нас всегда был — это качественная экипировка и вооружение. Вот. Когда я начинал служить, то есть мы практически все покупали за свои деньги. Львиная часть зарплаты уходила именно на это. Купить хорошую обувь, хороший рюкзак, хорошее термобелье, форму, куча всего. И даже апгрейды на оружие тоже все покупалось за свои деньги, в том числе и прицелы многие покупали за свои деньги. Вот. И приятно, что на сегодняшний день уже находят для этого средства и покупают, закупают и выдают действительно качественные, хорошие современные вещи. Остается только пилюльки покупать за свои. А колькі зарабляе баец СА ў Беларусі? Наверное, я приведу пример в каком-то промежутке. На примере офицеров. Вот, это 2200, 2300, 3500 белорусских рублей в зависимости там, от должности, звания, которое занимает военнослужащий. Калі б ты стаў міністрам обороны, якое было твоё першае рашэнне? Я бы занялся, наверное, реформой вооруженных сил. Што б ты хацеў змяніць? Чтобы армия стала более профессиональной. Я бы, наверное, взял на опыт примеры вооруженных сил Германии, Израиля, в частности, что касается территориальной обороны. Вот. Систему боевой подготовки. То есть очень много в мире хороших примеров, которые надо обобщить, взять оттуда все самое лучшее и поставить к себе на вооружение. Это действительно можно сделать. Можно сделать лучше, чем это сделано сейчас. Я думаю, что это все нас еще ждет. Люди, которые выбрали путь профессионально заниматься военным ремеслом, это те люди, которые стали на путь определенных лишений своей жизни. То есть это большое количество времени проводится на службе, в командировках. А у нас сейчас ситуация такая, что чтобы офицер съездил на море в отпуск с семьей, ему надо каждый год откладывать в месяц по $100, а для многих и это проблема. Приобрести жилье, да, тебе там обещают какой-то 5% кредит, но для этого нужен первый взнос, который тоже тяжело найти. Люди берут кредит для того, чтобы заплатить первый взнос, потом берут второй кредит на жилье, и на ремонт уже не всем хватает. Вот. И я считаю, что не должен военнослужащий
профессиональный кадровый военный, он не должен иметь никаких материальных проблем. Можно сократить вооруженные силы, но те, кто действительно профессионально этим занимается, они должны понимать, что получают от государства отдачу соразмерную тем издержкам, которые они несут. А ти б хоча брав бути міністром оборони чи керівником Генштабу? Две интересные должности, которые хотелось бы пройти. И там опыт интересный. Як ти лічиш, коли чоловічество прийде до того, що війни не буде? Не будет этого. Чому ти думаєш? Так устроен мир. Ти не даєш ні Так одного устроена шансу. природа, и все живое. Сильный кушает слабых. Ну, принаймні у Європі, коли ми дійдемо до того, що хоча б у Європі не буде війни. Очень хочется в это верить. Надеемся на лучшее, готовимся к худшему, да? Пораза Росії може привести до этого? На какой-то промежуток времени, думаю, да. Хотя Германию в свое время победили. Сейчас вроде бы все нормально. Посмотрим. Твои подначаленные в 2020 году разгоняли протесты. Были заденчие, принаймні, при разгоне протестов. А где ты был у той момент? Что ты робил? Значит, правильно будет сказать, что мои бывшие подчиненные. Вот. Я в тот момент был слушателем военной академии, магистратуры. То бок тебе ввогуле не задзейнічалі ў нейкіх задачах. Ты пасля з імі неяк гэта прагаворваў, што для іх гэта значыла, як яны ставіліся да таго, што адбываецца ў Беларусі? В тот момент очень популярным было мнение, к которому, к сожалению, многие подались, что это проделки, опять же, западных спецслужб. Вот. Многие в это верили. Я тогда не верил, и сейчас, оказавшись по эту сторону забора, познакомившись с многими оппозиционными акторами, я еще больше не верю и уверен, что это были действительно инициативы народные. Вот, поэтому мнение это ошибочно. И теперь, когда мы видим, как развивались события в 2022 году, можно сказать, кому были выгодны и интересны события в Беларуси в 2020-м. Ты ведаеш, на якія задачы іх ставілі? Чым яны тады займаліся, што ім даручалі? Я думаю, что все эти задачи все прекрасно видели в Телеграме, в Ютубе, куда это все заливалось. Дело не в том, что они участвовали в выполнении этих задач. Это не противоречит закону. Проблема в другом, то есть как они выполняли эти задачи. Были примеры. Я не говорю сейчас конкретно про своих подчиненных, а вообще про участие вооруженных сил в этом мероприятии. Было много примеров, когда и сила неправомочно применялась, нарушались правила задержания, конвоирования, содержания под стражей. Вот это все очень-очень печально, потому что слова, которые я слышал, очень меня коробили. Типа, они ж у нас камнями кидают, палками, а нам что, смотреть, что ли? Я считаю, что это проявление непрофессионализма в первую очередь. Если ты профессиональный военный, если ты в этот момент исполняешь обязанности, которые заложены для сотрудников Министерства внутренних дел, ты обязан быть втройне профессионалом. Ты должен не то чтобы по правой щеке дали левую поставлять, но ты обязан показать свой профессионализм, что
Ты должен действовать в соответствии с законом. Да, те, кто нарушает, пожалуйста, задерживай, уводи, сопровождай. Все делай как надо. Но это должно быть правильно. Это не должно быть пятером на одного. Это... Ну, все видели. Все видели. И очень многие вещи перешли за рамки. Вот это самое печальное. А ты ведаеш, вот твои люди, да, які у тебе ранее были у падначаленні, яны перегибали палку, ці ты таких выпадков не ведаешь? Конкретно про этих людей я таких выпадков не знаю. Я ведаю, што ты асабіста ведаў чалавека, які застрэліў Геннадзя Шутова ў Брэсце падчас пратэстаў. Мне цікава, як ён гэта перажываў? Вось ты б назіраў яго у той момант ці пасля? Я его не видел ни в тот момент, ни после этого. А, можа быть, ты ведаеш, якая была рэакцыя там кіраўніцтва, да? Што з гэтым чалавекам стала? Ці яго звольнілі? Ці, не знаю, праводзіліся нейкія размовы? Я не знаю, что сейчас с этим человеком, но на тот момент его не уволили. Разумеется, это все было подано так, что он правомочно применил. Правомочно выстрелил, и его жизни угрожали. Вот. Были видео записи в интернете опубликованы конкретно этого события. Вот. Там все немножечко иначе показано. Я не разговаривал с ним, не знаю, что он чувствовал, как он себя вел, поэтому сложно сказать. Да, его вытащили правдами-неправдами из этой ситуации, для него некрасивой. Вот, он остался на свободе. Но я не думаю, что он спит спокойно по ночам. Ты зараз живеш у Польщі. Чим адрознівається життя у Польщі від життя у Білорусі? Хочется сказать, воздух свободнее. Наверное, это связано с тем, что я не служу в армии. То есть мой график, моя жизнь, в принципе, стала чуть-чуть более свободной. В Европу тяжело было выехать. То есть я, будучи военнослужащим, выезжал в Европу один раз, уже будучи слушателем факультета генерального штаба. То есть туристическую поездку ездил. Вот, и все. То есть это, в принципе, как-то не поощрялось. У меня так получилось здорово съездить. Вот, а так никто не ездил никуда особо. Поэтому и легко насаживать мнение, что Европа враг, Запад враг, занавес повесить, никого туда не пускать. Люди рано или поздно начинают в это верить, потому что никто не видел, как там на самом деле. А там, между прочим, есть и гречка, и дрова, и все, всего хватает. Коли ты приехал в Польшу, с тобой размовляли польские спецслужбы? Да, конечно, со мной разговаривали. Разговор касался темы того, что я могу представлять опасность для национальной безопасности, Польши. То есть, только в рамках этого был разговор. То есть, когда они убедились, что я не прибыл в Польшу для того, чтобы что-нибудь взорвать, разведать и так далее и тому подобное, меня больше никто не трогает, я живу как обычный человек. А Байпол пропонував тобі долучитися, коли ти приїхав в Польщу? Нет. А ти за Байпол чи за Білпол? За все хорошее против всего плохого. Так. Мені ще цікаво, у твоего бацькі давно быў бізнес у Польшчы. То бок, у прынцыпе, у цябе была магчымасць паехаць у Польшчу, жыць прыпяваючы, так? Это, не знаю, мара многіх людзей там у Беларусі даўным-даўно там была, да? Выехаць на захад. Ты пры гэтым заставаўся служыць у Беларусі. Вось чаму для цябе гэта было важна? Чаму ты заставаўся? Наверное, было осознание того, что я занимаюсь правильным делом. Это сложно, наверное, понять будет многим, но когда выбираешь вот этот путь, ты его выбираешь один раз, должны быть какие-то веские основания, чтобы сойти с этого пути. Когда они у меня появились, я сошел и считаю, что сейчас я продолжаю эту работу просто в других условиях. Як ты думаешь, коли ты сможешь вернуться домой? Когда и ты, Настя. Вместе поедем.
Подвезу, если надо. Дякую тобі за розмову. И тебе за интервью. Сябры, дзякуй, што даглядзелі гэтае відэа да канца. Гэта вельмі высокая ацэнка таго, што мы робім. Калі вам ёсць чым падзяліцца пасля прагляду нашага інтэрв'ю, то пішыце гэта ў каментарах. Мы будзем чытаць і адказваць. А таксама падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новыя гутаркі ТОК. І на канал наша Нева Ньюз, дзе мы публікуем па буднях свежыя выпускі гарачых навін. Дзякуй, што вы з намі.